Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В Якутии завершается традиционная педагогическая декада, посвященная Международному дню учителя. Декада проходит ежегодно и объединяет всю республику, республиканскую систему образования. Чтобы отдать дань уважения профессии учителя, воспитателя, педагога и наставника, отметить достижения и наметить перспективы будущего развития. Наша гостья в студии Нургуна Соколова, министр образования и науки Республики Саха. Нургуна Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сколько на сегодня учителей трудится у нас в республике? Действительно, мы завершаем нашу педагогическую декаду. Еще раз всех наших педагогов поздравляю с профессиональными праздниками. В республике у нас более 31 тысячи педагогов. При этом это и детские сады, и колледжи, и, конечно, школы и учреждения дополнительного образования. Если мы говорим про учителей школьных, то это 13 700 человек. При этом это 76% всех педагогических работников. Профессия учителя, она действительно более женская, и когда мы видим статистику, то и это подтверждается. Большинство учителей – это женщины. При этом у нас есть уважаемые учителя, которые достигли профессиональных высот и подтвердили это аттестацией педагогической квалификации. Тем самым более 5800 педагогов высшей категории. В последнее время были изменения, в связи с которыми у нас появились 58 педагогов-методистов и 55 педагогов-наставников. И такие квалификации они получили по итогам аттестационных комиссий. А что их отличает от обычного педагога, учителя, допустим? Это высшая квалификация, и наши педагоги, наставники, методисты могут свою методику преподавания технологий уже транслировать на молодое поколение наших учителей. А как обстоят дела с молодыми специалистами в сфере образования? Молодые специалисты у нас вливаются в коллективы. Опять же, если посмотрим статистику, то молодым можно принимать и по возрасту, и по стажу. Так? И, соответственно, молодой педагог до 25 лет – это порядка 6% от общего количества учителей. Так? При этом, если посмотреть по стажу, то это порядка 10%. Да? То есть бывают ситуации, когда учительство приходит из других должностей. А подготовка кадров, конечно же, ведется в нашем Северо-Восточном федеральном университете, в 3 педагогических колледжах. И молодые педагоги приходят в наши школы, детские сады, колледжи. Так, например, если в прошлом году процент трудоустройства по специальности в педагогических колледжах был 53%, то в этом году, правильно поставив задачу нашим педколледжам, мы достигли, в принципе, неплохих результатов, 66% трудоустройства выпускников педколледжа по специальности. Но в рамках федерального проекта «Профессионалитет» стоят еще более амбициозные задачи, и к 2030 году мы должны обеспечить не менее 85% трудоустройств. Это вот как гарантия того, что наши молодые педагоги, выпускники будут приходить в наши школы. Так, наверное, нужно сказать, что в связи с большой потребностью в прошлом году нами было принято ряд решений, в том числе по аналогии открытия отделений по медицинским направлениям. Мы в прошлом учебном году открыли 3 отделения 3 педколледжей в Ленском, Анабарском и Алепинском районах. А в этом году открылись отделения в Верхоянском и Амгинском районах. Такую работу мы будем проводить по заказу наших муниципальных органов. При наличии потребностей и возможностей спланировали до 2030 года открыть 17 таких отделений. Тем самым мы будем обеспечивать на местах педагогическими кадрами нашей образовательной организации. А какие действуют меры государственной поддержки педагогов для привлечения специалистов в систему образования? Да, кроме управленческих решений, конечно же, это меры поддержки для того, чтобы педагоги шли в школу. Да. Мы благодарим Государственный комитет Ильтюмен нашей республики. В этом году был принят закон дополнительных гарантиях педагогическим работникам. Да, в связи с чем с 2026 года будут увеличены подъемные, это станет как обязательство государства, да, будет оплачиваться адресная помощь для тех педагогов, которые будут выезжать в вузы. Это и проезд до места работы, оплата багажа, компенсация, да, и выплата подъемных.
Так, ну, у нас такие меры есть для педагогов, которые нацеливаются работать в арктической зоне. Проект называется «Учитель Арктики». Кроме как вот привлечения педагогов в Арктику, значит, это еще и курсы повышения квалификации для педагогов, работающих на Арктике, да, когда наш Институт развития образования, повышения квалификации ежегодно выезжает в 13 арктических улусов для того, чтобы проводить курсы повышения квалификации. Это вот как по аналогии мобильных докторов, да, когда педагоги высшей квалификации, методисты выезжают в районы и учат наших учителей на местах. Кроме этого, совместно с Министерством строительства есть проект по обеспечению жильем, значит, педагогических работников, которые выезжают работать на север, Арктику. Есть федеральный проект «Земский учитель», все, наверное, об этом знают, да? Когда выплата от федерального бюджета в размере 2 миллионов рублей и обязательство учителя, победившего в конкурсном отборе, работать не менее 5 лет. За весь период, вот 6-й год в этом году будет реализовываться, за 5 лет у нас получается порядка 100 земских учителей уже работают в наших школах. Следующий год у нас квота федеральная установлена в размере, параметрах 37 учителей, тем самым вот федеральная поддержка тоже имеется. А вот еще очень много разговоров о поправках, да, в Конституцию Якутии. Знаем, что поправки есть и в сфере образования. Расскажите, что меняется? Действительно, конституционный закон вносится на рассмотрение. Если посмотреть саму Конституцию со времен ее принятия, статья 22, которой дается гарантия получения образования, да, она менялась несколько раз. Да, сейчас в действующей редакции это 4 пункта, в которых описываются как раз-таки уровни образования, так, у нас в республике. Но если посмотреть 4-й пункт, то он появился, туда внесены изменения буквально в 2016 году, да, и подразумевается, что у нас обеспечивается на территории республики реализация государственных образовательных стандартов с учетом, значит, национальных, этнокультурных особенностей. Это вот как раз-таки то, что индивидуально для нашего региона, да, так скажем, особенность наша. Остальные пункты, то, что сейчас меняется, это приведение в соответствие с федеральной конституцией и законодательством. Мы знаем, что в 2012 году у нас был изменен федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Вслед за этим были изменения и в республиканском законодательстве, и упорядочены, систематизированы уровни образования. Тем самым, значит, если раньше был в законе прописано про начальное профессиональное образование, да, то как уровень сейчас начального профессионального образования нету. Но оно имеется внутри среднего профессионального образования в виде профессии СПО. Среднее профобразование сейчас становится доступным, а вот высшее образование на конкурсной основе. Это значит, что для того, чтобы поступить в вуз, также продолжается вот предоставление единых государственных экзаменов, результатов, да? А в колледже и техникуме этого не надо предоставлять. Также прием проводится для всех желающих. Если появляется конкурс, то это результат отбора по среднему баллу аттестата. Тем самым обеспечивается доступность СПО. Так? Ну и кроме того, вот, как я уже сказала, с 2012 года вся система образования в парадигме вот, федерального закона, в связи с чем, если у нас раньше в Конституции было прописано еще и про, значит, внешкольные занятия, да, то с изменением федерального государственного образовательного стандарта общего образования внеучебная деятельность, оно является составной частью стандарта, поэтому она должна реализовываться практически во всех школах. После занятия основными предметами математика, физика, физкультура, да, вторая половина должна быть обеспечена как раз-таки кружками и секциями, классными часами. Вот сейчас много все-таки разговоров, да, и вот очень людей взволновал вопрос вот, о проводимых изменениях в сфере образования. Хотели бы воспользоваться моментом и услышать от первых уст ответ на вопрос якутян. Какая работа проводится по упорядочению нормативов штатных?
Традиционно про те изменения, которые происходят в системе образования, мы с педагогическим и управленческим составом обсуждаем на августовских совещаниях. И в этом году не исключение. То, что мы ставим как задачу на этот учебный год, обсуждается на этих площадках. И те внедрения, которые у нас происходят в системе. Да? Значит, к сожалению, вот по итогам контрольных проверок, да, у нас не всегда получается баланс количества обучающихся работников, да, в образовательных учреждениях. Опять же, констатирую, что последние, наверное, 7 лет, да, не проводились такие более детальные балансовые комиссии с муниципалитетами. Да, в связи с чем мы понимаем, что значит, динамика есть контингента обучающихся и педагогического состава, работников. Да? И вот как раз-таки весной мы провели большую аналитику. Так, и сопоставив количество обучающихся работников в некоторых учреждениях, выявили дисбаланс. При этом понимаем, что в соответствии с бюджетным кодексом, значит, финансирование выделяется на контингент обучающихся. Так, ну и поэтому, значит, мы сейчас работаем с каждым муниципальным органом индивидуально по каждой образовательной организации. Да. Тем самым мы должны обеспечить, вот каждый раз Асен Сергеевич говорит о том, что какой бы маленький населенный пункт ни был, да, у нас в соответствии с Конституцией должны обеспечиваться права обучающихся и на детский сад, и на школу. Так? Федеральные государственные образовательные стандарты у нас реализуют учителя. Да, и вот как раз-таки мы говорим о том, чтобы учительское сообщество ни в коем мере здесь не должно страдать. Когда у нас в школе, допустим, есть случаи, когда до 8 заместителей директоров, да, это вот оттягивает фонд оплаты труда с педагогов на административно-управленческий персонал. И вот раздувание таких неправомерных штатных единиц невозможно. Да, поэтому мы сейчас работаем с каждым муниципалитетом совместно и с главой, и с управлением образования, и с финансовыми частями для того, чтобы вывести справедливый баланс в штатных расписаниях. Ну и кроме того, сейчас рекомендовано Министерством просвещения внедрение модельных штатных расписаний, где четко прописаны каждая должность в образовательной организации. Поэтому вот совместная работа проходит. Ну и в завершении очень коротко хотелось бы услышать об августовском совещании большом традиционном, да, какие задачи были поставлены и стоят вообще у системы образования. Ну, действительно, было очень интересно провести вот эти площадки. Основной посыл, который мы говорили, это как раз-таки увеличение и эффективность производительности труда. Да, когда в нашу систему образования входят и бережливые технологии, да, когда каждый труд должен быть оценен, и в связи с изменением технологий это все должно приходить в наши школы и детские сады. Таким образом, и в помощь педагогу и искусственный интеллект, информационные цифровые технологии. Нашим психологам тоже есть такие, значит, решения цифровые, да, и более того, там, и техническим работникам, я так думаю, что внедрение современных технологий – это вот как раз-таки облегчение их труда. Ну что ж, Нургуль Афанасьевна, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.